Доброе утро. Под звуки коми-гимна начинается 4-й день нашего пребывания в глухой тайге. На этом прекрасном вот озере поднимается солнышко. Погодка сегодня просто изумительная. Вот. Народ уже сидит, вон рыбачит. Не знаю, клюет, не клюет. Но вот они сидят там. Судя по тому, что они стоят, они сидят. Активного клёва рыбы нет. Руками не машут. Роман Геннадьевич еще вон, балдеет, спит. Как рыбалка, Ром? Как клюет? Ну, если закрыть глаза, то можно сказать, да? Ты смотри, только не на рыбачь. Сейчас посмотрим, что у нас на улице. А на улице сегодня у нас минус 8 градусов, как и вчера. И просто изумительная погода. Вон поднимается солнышко на горизонте. Ветерок небольшой есть, да? И вот такое прекрасное озеро. Вот такое прекрасное озеро. Почему рыбаки рыбачат, а мы еще спим? А просто решили выспаться. Вчера мы с Романом посидели за дружеской беседой отца и сына где-то часиков до 11, наверное. Болтали тудым-сюдым. И вот сегодня решили выспаться. Так, слушаем погоду. Западный 8-13, на крайнем северо-востоке порывами до 16-21 метра в секунду, снег, метель. Температура воздуха минус 2 плюс 3 градуса, на северо-востоке республики 1,6 ниже 0. 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была минус 8 у нас вообще-то 1,6. Иди выйди, градусник посмотри. Давай, Роман, просыпаемся, завтракаем и все. Замочил сковородку, сейчас отмою от вчерашних макарон. Пожарим яичницу. А завтракаем и вперед. Тоже на лед. Приятного аппетита. Взаимно. Полным ходом идет завтрак. Влад уже успел поймать с десяток плотвиц. Брехня. А? Брехня. Сколько поймал? 5? 6 плотвиц. Хорошие, крупные, да? Так что мы с Романом много не потеряли, что сегодня пару часов лишних поспали. За целый час 6 рыб. Окунь клюет. Тоже плохо. Одни ёршики горят. Так что сейчас мы позавтракаем. Время будет где-то около 7. И 7 до 9 как раз окуневый клев. Будем пробовать. Будем ловить. На улице пока вот такая вот прекрасная погода. Просто замечательная. Просто небольшой ветерок. Вот такая вот красота на улице. Вы до вечера на речку, да? До вечера? Потом, да, попозже. Сейчас еще поймаем. Посмотрим, что клюет на реке. Я здесь попробую. Если ничего не будет, все-таки может тоже на речку рвану схожу. Там видно будет. Вот, друзья, еще один гость к нам пришел. Вот такая вот птичка. Собрал косточки от рыбы. Отвести туману. В пакете вот такая вот птичка пришла и кушает. Приятного аппетита.
У нас тут то рябцы, то вот такие вот птички. Вообще не боится. Я в метре, получается, от нее. Меньше метра даже. О, и с собой утащила. Вон она уже сколько здесь косточек поворовала. Главное, чтобы это... Вот у нас 2 пакета рыбы. Это у нас вчерашний улов. Это позавчерашний. Нормально, что? Около ведра, наверное, будет уже. Вот, друзья мои, на озере. Сходил, Ромке привязал мормышку. Ромка оборвал мормышку там на тонкую леску. И маленькие мормышки нацепил, зарядил. 5 удочек я тебе там поставил, или 6, не помню. Потому что плотва нет-нет, да поклевывает. Влад там уже сколько штук, десяток поймал, наверное. А у нас вот такое дело. Вчера вечером, держи. Вчера вечером не поленился. Добавил еще раз, два, три, 4, наверное. 3 жерлица, да, добавили? Да? 4. 3 или 4 добавил. А 4 жерлицы, да. И вот она, единственная сработка. На, получается, где-то 15. Больше уже, наверное, жерлиц. Где-то 17 жерлиц, наверное. Смотрим, что тут у нас, чем обрадует. Просто что-то было по-любому. Тут глубина не очень большая. Работала на берегу. Лунки замерзли все. Что-то не дергает никто. Опять, наверное, пустая. Ну ладно. Она даже не вымотала. Пусто. Можно даже не снимать. А, плотва. Плотвичка живая. Даже на плотву и то никто не взял. Странно. Не могла же плотва сама сработку сделать. Все это очень странно. Чешуя немного слетела. Может быть, кто-то и ударил. Не знаю. Щука, получается, стоит вся. Сколько жерлиц, ни одной сработки. А балансиром нет-нет, да попадала первый день. Вчера я поймал одну небольшую щучку на балансир. И вот одну здоровую я зацепил под брюхо. Получается, она стояла, просто я попал. Балансир рядом прошел и прям воткнулся в брюхо, получается. Щука есть, но она вообще не хочет есть. Получается. Может, плотва сама дернула. Ладно, сейчас Рома пойдет ловить плотву. Ну а я попробую на балансир подергать окуня. До 9, может быть, поклюет. Ну вот, утро уже отблагодарило меня первым окунем. Ой, вот такой вот полосатик. Матросик, окунесик. Но, если честно, уже это второй окунь. Одного маленького окушка я кинул в банку для живцов. Балансиром здесь играл. 2 раза тюкнуло, но так ничего и не взяло. В итоге убрал балансир, поставил мормышку с червячком, и дело пошло. Поймал вот окушка, поймал вот уже второго. Этот жерличный, тот нормальный. А балансир не хотели. Хотя тюкали. Кинь этого мелкого, Рома, туда, в банку, да иди свою плотву пробуй. Я тут с окунями буду разбираться, ты плотву жди.
Загорай на стульчике. Рома, а 3 рубля убытка. Какой 3 рубля? 1000 рублей убытка, блин. Взял, сломал ледобур. Вот теперь ты понимаешь, почему я 2 ледобура беру? Потому что я знаю, что ты что-нибудь да сломаешь. Пробуривал старые лунки, вон свернул в шею буру. Это мой самый первый бур еще был. Печалька. Да. Наверное, уже не сделаешь его. Почему можно? Заварить? Да. Посмотрим. Ладно, иди лови плотву тогда, блин. Или окуня, что-нибудь. Я же сказал, иди лови плотву. Нет, пошел бурить, блин. Рома. Потому что я жду, пока чай станет холодненьким. Чай станет холодненьким. Чай должен быть горячим. Но это когда ты хочешь пить чай, а сейчас я хочу просто пить. О, самолеты залетали. Первый за 4 дня. Че, авиасообщение что ли открыли? Или это уже военные самолеты? Может, пока мы здесь на озере сидим, уже война началась, нет? Ну вот и гости. Едет Буран. Приехала новая компания рыбаков. Сегодня мы выезжаем, а народ приезжает. О, блядь, полонка бьет красота. Коля, Николай! Что делаем? Загораем, что делаем? Вот Ромка поймал вот такого щуренка на балансир. Вся вот таких вот пиявках. Вся. Вот раз, два. Говорят, на этих пиявок тоже клюет. Ну это уж совсем маленький. Иди, друг. Мульк. Ну что, пробуй дальше. Вон сколько их. Да, я на пиявок попробую. О, они даже ко мне присасываются. Подтек, да, говоришь? Угу. И значит, они не хотят вообще сжать. Что им надо, я не знаю. Вот такие вот пиявочки. 5 пиявок на такой маленькой щучке. У нас как было с утра 2 окуня, так и есть. Что я только не меняю, хочу сейчас попробовать вот такую вот букашку с 2 крючками. Попробуем на нее еще. Время час уже, у нас в улове только, не знаю, с десяток окуней, может, наковыряли кое-как. Выставили все удочки с тонкой леской, с мормышками. Хотели пойти пообедать, достал балансир. Думаю, дай-ка пройдусь еще по лункам, может, что. Вот клюнул вот такой вот хорошенький. Оп, подожди, еще что-то зацепилось. Забагрил, что ли? Ай, вон второй. Ага, забагрил снизу. Вон так вот забагрил его. Это чуть поменьше. А вот этот вот хорошенький. Таких 2 окуня. Опять же на балансир. Ирина Баранова из Питера. Вот пойми его. На мормышку с тонкой леской не клюют. А на балансир вон Энцкаден. Второй уже клюнул. Этот не клюнул, я его забагрил снизу. До этого 2 раза тюкал. Не попадал. Может, еще 3-й ударит. Надо сходить пообедать, может, вечерком поклюет. Потом собираться уже надо. Ромка, подойди сюда с удочкой. Видишь, какие красавцы.
Не зря проверил. Сегодня еще хуже клюет, чем вчера, да? Первый день хоть что-то поклевало, вчера хуже. Вчера только с утра немножко. Сегодня вообще с утра еле-еле. Прошелся, короче, с эхолотом. Вот такой вот эхолот у меня, друзья. Вот такой вот эхолотик. Рыбы он здесь не видит. Глубина 6 метров, 6,30. Он что-то и балансир у меня не видит. Обычно балансир он показывает. А он что-то увидел. Мой балансир, наверное, видит он. Рыбы нет. Вообще перестал видеть все. Ну, что, балансир даже не видишь, что ли? Нет, видит он. Не знаю, балансир он или рыбу видит. Что-то пищит. Скорее всего, балансир. Что, не хочет, да? Да. Фигня это все, холод. Ну вот, все-таки нам удалось поймать не на балансир, так вот на такую блесенку. И червяк, да, у тебя? Вот такой вот окушок, тоже неплохой. Третий с этой лунки. Так, нимфу. Тоже, говоришь, раза 3, да, подходил? Угу. Три штуки. Давай в лунку еще. А если попробовать здесь это маленькую мормышку? Может есть, может возьмут на ту. Сейчас попробую. Сейчас попробуем на маленькую мормышку. Может еще, может тут и стайка. Красавцы, были бы все такие. Ну вот весь наш улов, который был пойман до обеда. Не считал сколько? Как-то вот так. Штук 10, может 15. Потом вечерком посчитаем. Солнышко спряталось, поднялся ветер. Вон. Все обурено, все обставлено. Поклевок нет. Влад там, не знаю, ловит, не ловит. Влад, пошли обедать! Вот и подошло время обеда. На обед у нас сегодня супец, который мы привозили еще 3 дня назад с дому. Оставили на улице, он замерз. Ели вкусняшку, всю вкусняшку съели. И вот. А первый день питались супом. И крайний день, тоже день выезда, тоже питаемся супом. Замерз, это зато не скис. Влада звали.
Что-то не хочет. Видать, рыбки поел, потому что ее меньше стало. Рыбы нажарили столько, даже что не доели. Крупных, главное, съел. Вот таких мелких оставил. А у меня было крупных. Были почему? И плотва окуня крупные были. Щука была. Сейчас еще порыбачим. Где-то, наверное, часик, может, два. Если клевать не будет, будем собираться уже. Потому что... Ну, какой кусман мяса мне еще достался. Потому что дорога дальняя. Больше 40 километров. На буксировщике надо ехать. Потом еще на машине. Ничего, нормально. Ведро где-то поймали, наверное, общей сложностью. Да? Около ведра будет, наверное. Удивительно, жерлица не срабатывает. Щука есть, но тупо стоит, она не двигается. Прошелся по лункам с эхолотом. Рыбы не показывает нигде. Или эхолот не настроен неправильно, или просто она стоит и не движется, и эхолот просто не видит ее. Тупо в коматозе. Вчера как погода изменилась, перестала клевать и все. Сегодня вроде более-менее погода, но что-то не то еще. Видать, рыбе что-то не хватает. Если убрать ведра вчерашнюю щуку, то вообще, можно сказать, и половины не наберем. Только ради нее можно было приезжать уже. А вот и Влад. Что так сильно клевало, что даже на обед не пришел. Да ничего не клевало, еду. Чего вы такие без настроения? Вам не понравилась рыбалка? Ну нормально. Суп наконец-то все пошел. Присаживайтесь. Ибо хамская царица. Супец. Шица дрыца. Где-то лук был, Он я не горячий, помню. Да. Я не стал кипятить, чтобы не обжигал. Такой. Столовский. Водицы, попиться. Там Коля с супругой окушков дергают. Что, даже вообще глухо ни одной не поклевывает? Или немного так, изредка? Очень редко. Ну, плотва крупная, да? 300, 500, 700, так попадается. Редко, но метко. Подождем. Может, вечерний клев будет. Выезжать по-любому будем по темноте. Когда мы еще в этом году сюда приедем? Вот я сейчас приеду домой. Монтирую ролик. Второй, третий, Четвертый. четвертый. Не знаю, будет, не будет. Если что-то будет клевать, может быть, монтирую. Если нет, то я уже не знаю, что показывать. Опять скажут, не коми рыбак, а коми путешественник. Просто так, говорит, катаешься. Пусть попробую, так сказать. У меня вон в пакете щука какая. Все нормально. Я бы еще жил бы и жил здесь, даже бы. Это вон студенты поедут. Студент с доктором поедут в Ухту, в коронавирусную Ухту. Так что бери Полину за жабры и сюда, в деревню. Поедем. Чем дальше, тем лучше. В самую глухую в деревню, да, Влад, поедем? Чего? Когда? Кого? От вируса прятаться. В Скаляп поедем. Когда мне с Коля ехать еще? Ты там откроешь свой этот кабинет на 7 человек. Буду, блядь, на берегу ковыряться в носу. А как ты будешь работать, если закрыли все предприятия, нет? Да в отпуске, какая мне разница?
Я же посмотрел, Сашка в четверг должен уехать туда. Куда? За Печору, на озера тоже. Поедет, так. Там, наверное, получше клюет. Ну, там вообще зашибись. Там не бывает без клювя, да? Не бывает, почему? Зимой, когда холодно очень. Часто движуха. Откуда вы? Может, такая же. Вот вчера у нас, позавчера тоже движуха была, неплохо клевала. Но плотвы не было, правда. Плотва очень вяло поклевывает. Хотя вон, тут можно за день не просто ведро, а мешок поймать, если вдвоем этой плотвы. Просто как с пулемета. Да о чем мне говорить, я сам лично ловил. У меня даже ролик есть, пулеметный клев плотвы. Я до обеда надергал ведро. Вот Колян с супругой не дадут соврать. Они приезжали на день, тоже пару ведер поймали. Я с ними отправил ведро рыбы, получается, ведро плотвы. Полностью, под завязку, крышка еле закрывалась. Щелк-щелк. 20-ка. А? Нет, не 20-ка, 10-ка. Ведро отправил. И потом я еще здесь 2 ночи провел. 3 дня получается. За 3 дня у меня замороженный было картофельный мешок. Ну, замороженный получается. Я завязал так. Там ведра 3 где-то рыбы было примерно, вот замороженный. И крайний день где-то больше половины ведра еще было в ведре. Грубо говоря, за 4 дня я поймал ведер 5 где-то рыбы. О, куда они уехали? Кто, куда? Он прямо на берег на тот пошел. Или он по реке пойдет, да? А может они в ту избу поехали? Не, он один. Почему Один? вдвоем они? А на санях, наверное. На сзади сидит, на санях. Ее не видно. В ту избу, наверное, поехали. Здесь потому что, видишь, думают, это... Там они сами по себе будут, а тут эти двое-то все равно придут. Ваня с Леней. Леня, да? Вроде второй. Ваня с Леней, Леня с Ваней. Так что, Леня, ты что не кушаешь? Сытый? Да я пить хочу. Это как в анекдоте, да? Девушка привела парня домой. И как раз кушать сели. А что, говорит, ну, твой друг-то, говорит, к нам не садится кушать, говорит. Отец спрашивает. Отец говорит, пусть не стесняется, садится, что, пусть ест. Да не, он сыт. Да пусть не сыт, пусть садится, блин. Доктор у нас тоже сыт, да? Он сух. Ладно, кушаем. И пробуем еще разик, да? Я сегодня, вот под конец я таких окуней поймал группу. Нет, 2 я, Ромка 1. По полкило каждый. Выключаемся. Рекламная пауза. Ну вот и первый послеобеденный окушок. Вот такой вот полосатик. Тюкнул на балансир. И прошел я уже ни много ни мало, а лунок 20-25, наверное. Он все эти лунки обошел. Ни одной поклевки. И этот зацепился еле-еле на край тройничка, видать. Подошел, понюхал или что там. Или случайно попал. Влад тоже сидит, руками не машет. Что-то сдается мне, что надо, наверное, пора уже начинать собирать жерлиц. Больше часа это по-любому займет. Погода опять портится, поднялся ветер, пошел снег. Обещали сегодня метель, скорее всего так оно и будет. Вероятно, по этой причине и рыба не хочет клевать. Рыба не хочет ловиться. Опять 25. Опять без клёвья. Ой, будь оно неладно. Хотя половили. Чё? Грех жаловаться. Даже сегодня и то поймали.
Вчера и позавчера. Вообще красота. Так, не знаю, случайность или совпадение, но 2 окушков сейчас я выдернул. Нет, еще поклевка. Окунь не крупный, но хоть такой уже. Вот такой вот. Сижу прямо на урагане, на мягком сиденье. Лепота. Ромка пошел собирать жерлицы. Ром, живцы живые, нет? Все живцы живые. И ни одной сработки. Это значит, щука стоит тупо и спит. Балансиром подсек я его. Забагрил, поймал. Ну, не клевала и совсем перестала. Это значит, что в течение последних 2 часов не было ни одной поклевки. Роман уже собрал все жерлицы, собрали все удочки. Самое муторное — это разбираться в жерлицах, потому что они все разные, разных производителей, и надо, чтобы подходили друг к другу. Но я разобрался, все упаковал уже, удочки собраны. Подводим итоги сегодняшнего дня. Это вот все, что нам удалось поймать. Из них вот эта мелочь, половина вот плотвички, несколько жерличных окушков. Это поснимали жерлиц. 44 окуня. Порадовали вот эти 4 крупненьких, конечно, красота. И все. Больше ничего не клевало. Николай с супругой тоже уехал. Поставил несколько жерлиц тоже. Не клюет. Уехали в избу. Влад плюнул. Терпение закончилось. Тоже пошел в избу. Короче, друзья, собираемся. Пакуемся. И напоследок мы еще до темноты напилим дрова. Рыбаки ушли на рыбалку, а бензопилы у них нету. Чтобы лучковкой не мучиться, мы еще перед отъездом напилим им дрова. Как-то вот так. Общий итог покажу возле избушки, когда уже полностью соберемся. Да, Роман? Обязательно. Доволен? Все меньше и меньше и меньше. Первый день был удачный, второй день был так себе, но порадовала щука. А третий вообще ни о чем. Четвертый, да. Первый день мы ловили хариуса. Ну все, собираемся. Вот сделали небольшой запас дровишек. Там еще много березы сырой, напиленной, если надо будет. Вот, пока пила есть. Сделали. Осталось совсем немножко. Упаковать вещи и выдвигаться в путь, да, Влад? Ты доволен? Или доволен тем, что ты домой уже едешь? Да, определенность Все. Вон, кто-то уезжает, кто-то еще остается прятаться от коронавируса. Что, домой собрались? Все, да, все, собрались уже. Пакуем вещи и дергаем. Давайте удачи, хорошей дороги вам. Ну вот и все, собрались. Скажем этой избушечке спасибо. Спасибо за гостеприимство. Спасибо, что нас приютила, согрела. Скажем до свидания. Скажем до свидания этому прекрасному озеру. Спасибо за рыбку. Вам счастливо оставаться. Удачно. Большого улова. Или как сейчас говорят, ни хвоста, ни чешуи. Вам хорошей дороги. Буртуй. Так. Он, Владислав Викторович, сел и не жужжит. Все. Юный замыкающий. Все культурно, все, уложился. Сядь уже, сядь. Сколько у нас время?
Время 6:00. 18:40, без 27. 7 уже? Да, без 20. А еще видно, да, видишь, как уже... Я думал 6. Всё. Пора путь дорогу. Дорогу дальнюю, дальнюю. Все, счастливо оставаться. Нет, это все так и есть. Я заказывал, это урагана, я с Череповца заказывал, и все это опции, толкач. Ну, можно сзади было рулить, но сзади неудобно, так намного удобнее. У него площадь опоры, и он перед собой снег как бы давит, и этот уже по накатанному едет, и по целяку, и все такое. До свидания. Тяжело урагану. Он больше полтонны сейчас везет. Ладненько, друзья. С озером мы попрощались. До свидания, озеро. Мы еще сюда вернемся. А теперь, дай бог, нам хорошо добраться до машины. До свидания. До новых встреч на канале Ком и Рыбак. До скорых встреч, до новых встреч.